средней школе номер 1 идет ремонт кровли. Рабочие меняют шифер на современный профнастил. Учебное заведение состоит из двух частей – старой и более новой. Крыша старого здания уже давно требовала починки. В этом году республика выделила нам субсидию, и в октябре мы заключили контракт на ремонт кровли старого корпуса здания. Это правое крыло общего здания нашей школы. Мы очень рады, конечно, что деньги были выделены, и 30 октября подрядчик приступили к работам. Из республиканского бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Строительные материалы и ремонт кровли обошлись в 5. На сэкономленные средства приобретены и установлены в классах начального звена 16 пластиковых окон. Старым деревянным уже исполнилось 60 лет. Также руководство школы планирует отремонтировать аварийный выход. Починку кровли должны завершить до конца года. Напомним, ремонт крыши идет также в Нижнеодовской первой школе. Летом обновили кровлю одного из корпусов. На это было выделено более 1,5 миллиона рублей из районного бюджета. А в конце сентября подписан контракт с подрядчиком, который взялся за вторую часть здания. Более 2 миллионов рублей выделено также из бюджета района. Полина Бастракова, Павел Дурников, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Слоган «Заплати налоги и спи спокойно» вошел в нашу жизнь благодаря социальной рекламе. Именно об уплате налогов говорили на этой неделе во время прямой линии в Сосногорской службе общественной приемной главы Республики Коми. Все дело в том, что приближается срок уплаты налогов на имущество, транспорт и землю. До 1 декабря они должны быть оплачены. В случае, если налог не будет своевременно уплачен, со 2 декабря будут начислены пени за каждый день просрочки. Потом налоговому органу будут выставлены требования, где будет указан добровольный срок уплаты. Ну и дальше все будет, естественно, в судебном порядке. То есть сначала будет направлено заявление на выдачу судебного приказа в мировые суды. Мировым судом будет вынесен судебный приказ о взыскании задолженности, соответственно, возникнет госпошлина. Как рассказала Елена Потапова, о начисленных налогах можно узнать двумя способами. Через личный кабинет налогоплательщика, а тем, кто не зарегистрирован в личном кабинете, налоговые уведомления направляются по почте. Если же уведомления нет, а имущество есть, то стоит обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию. Если есть личный кабинет, то можно зайти через личный кабинет. Все налоговые уведомления, у кого подключен личный кабинет, выгружаются. Налоговые уведомления уже напрямую. С паролем от госуслуг также можно войти в личный кабинет. Также можно через МФЦ, в Сосногорске есть МФЦ, написать заявление на выдачу налогового уведомления. Впрочем, если сумма налога менее 100 рублей, не стоит переживать. Уведомление придет в следующем году и без санкции за просроченный платеж. Помимо имущественного налога в уведомление может быть включен еще один налог – это неудержанный налог на доходы физических лиц. Если налоговый агент не смог в течение календарного года удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога, то до 1 марта следующего года он подает сведения в налоговую инспекцию. И, соответственно, указанную сумму налога включает в уведомление по сроку уплаты не позднее 1 декабря вместе с имущественными налогами. Оплатить налоги можно как электронно в личном кабинете, так и при наличии уведомления через банк или через сервисы сайта Федеральной налоговой службы. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В спортивном комплексе «Метеор» прошло первенство республики по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Матчи продолжались с 11 по 15 ноября. В соревнованиях участвовали 8 команд по 2 состава из Сыктывкара и Ухты, а также спортсмены из Сосногорска, Усинска, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов. За 3-е место боролись команды Сыктывкара 2005 года рождения и Сосногорска. Сосногорск хорошая команда, мы с ними играем очень много раз. Мы выигрывали, вот сегодня, к сожалению, проиграли. Вчера эмоции были, сегодня их не было. Но действительно, мы вчера должны были выходить в финальную часть. Или мы даже вчера должны были играть с Сосногорском или Ухтой. Но наша старшая команда проиграла, кстати, тоже Сосногорску. По делу, наверное, раз она обыграла 2 команды. Футбол есть футбол. Сосногорцы обыграли футболистов из столицы Коми со счетом 2-1, став бронзовыми призерами первенства. За победу поборолись Ухта и старший состав Сыктывкара 2004 года рождения. Было очень жарко, особенно вот первая четверка, которая у нас, это Сосногорск, Ухта.
и два Сыктывкара. Очень равная команда, то есть счета тут до последнего не было понятно результат. Игра окончилась со счетом 2-0 в пользу ухтинской команды, которая стала победителем первенства. Тренер Александр Сивец отметил, что времени на подготовку к этим соревнованиям почти не было, однако он доволен выступлением своих футболистов. 7 ребят со мной ездили сейчас на юниор-лигу еще по 2-3 году. Мы, получается, на протяжении 7 дней из одного чемпионата резко перекочевали в другой. Мы не успели приехать домой, на следующий день уже первенство Республики Коми. Ну а до этого, конечно, была очень серьезная подготовка перед юниор-лигой. Вот это все наложилось, думаю, и все сказалось здесь на чемпионате. По итогам первенства также наградили 7 лучших игроков, среди которых 2 сосногорцев. Тренер нашей команды Денис Куликов заметил, что для юных футболистов этот турнир показательный. Это смотр того, что мы с детьми отработали за все эти годы. Потому что самый старший возраст практически выпускной. То есть он показывает уже работу тренера за все время. Команды все сложные, команды все понравились, потому что они, во-первых, и все в разных футбол играют, у каждого свой стиль. На базе ухтинской команды победителя будет формироваться сборная, которая представит республику на чемпионате Северо-Западного федерального округа. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. 20 ноября на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится концерт, посвященный Дню матери. Для прекрасной половины Сосногорска артисты подготовили разнообразные творческие номера. Праздник обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе хореографические номера, песни в исполнении лучших вокальных коллективов, а также солистов Дома культуры. Кроме того, зрителей ждут новые творческие тандемы, музыкальные и поэтические композиции. Стоит отметить, что концерт будет проводиться с учетом обязательной системы дополнительной проверки зрителей. Посетители Дома культуры должны будут предъявить либо QR-код сертификата вакцинированного против коронавирусной инфекции, либо QR-код сертификата перенесшего COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР. Данные требования не распространяются на лиц, не достигших 18 лет. Горожан ждут в Доме культуры «Горизонт» 20 ноября в 15 часов. Вход свободный.